Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто хранит ваши фотографии? У кого они есть и кто их постоянно просматривает? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим, у кого есть ваши фотографии, кто их хранит и кто постоянно смотрит ваши фотографии. Ну и давайте узнаем, что песок нам расскажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Странно, женщину показали. Первую женщину показали. Тут женщина и два мужчины. Смотрите, мои хорошие, вы все разные, отсыпка общая. У кого-то отыграются. Все эти три персонажа занимаются тем, что имеют ваши фотографии, их рассматривают. У кого-то отыграется то ли один, то ли два. Ну, у кого как, да. Смотрите, вот женщину показали, причем женщина с каким-то вот то ли черным сердцем, то ли больным сердцем. Может быть, у нее проблемы с сердцем, сердечница. А может быть, у нее сердце черное, всегда вот кровью обливается, причем черной кровью обливается. Эта женщина, вы с ней что-то делили. Может быть, треугольник, любовный треугольник. Может быть, вы... Ну да, это либо любовный треугольник, либо семейный треугольник. Вот мне идет, что у вас с ней что-то было, вот вы делили, да, как столкновение, можно так сказать. И она проиграла эту битву, она проиграла эту дележку. Вот прям проиграла по полной. И эта женщина, она все успокоиться не может. Поэтому она хранит либо вашу фотографию и с вашей фотографией разговаривает, да, ругается на вашу фотографию. То ли эта женщина, она может следить за вами тайным образом в соцсетях. А может быть, она живет недалеко от вас, либо специально приезжает туда, где вы бываете, да, для того, чтобы украдкой вас сфотографировать. Тем более в наше время у всех смартфоны, как бы вообще труда не составит. Зачем ей ваши фотографии? Для того, чтобы вам высказывать, как она вас не любит, как она к вам плохо относится, и как вы, по ее мнению, испортили ей жизнь. Понимаете? Вот такое идет. И у кого-то еще отыграется, что эта женщина пытается на вас порчу навести через фотографии. Но бояться вам не надо, потому что эта женщина, она пустая, никчемная. Вот эта злоба, которая в ней находится, она ее разъедает. Она как коррозия съедает ее. Но при этом эта злоба, она против нее же, да, играет, но никак не против вас. Может быть, да, я не исключаю, что она делает какие-то ритуалы, но они не рабочие, ничего там на вас не ложится. Либо она носит там вашу фотографию каким-то там псевдомагом, и они берут с нее деньги, типа говорят, там работа выполнена, да, а вам хоть бы хны, как с гуся вода. Вот. И эта женщина, она себя как будто бы этой злостью, уничтожает, понимаете? Уничтожает. И девушка, женщина, у кого есть соперница, и вы четко это знаете, смотрите, как бы она там вам не угрожала там порчами и прочими делами, вот поверьте, ничего она вам сделать не может. Во-первых, у вас рубашка показана, вы человек, который родился в рубашке. Во-вторых, показана ваша сила, вы очень сильная женщина, даже если сами про себя это не знаете, у вас есть сила, которая борется со всем этим внешним негативом. И я бы даже так сказала, что вас собирать нельзя, потому что очень быстро аукнется. И также у вас очень сильный хранитель.
ваш хранитель, ангел-хранитель, либо хранитель рода, да, он прям приставлен, пришит, намертво пришит к вам, защищает. У вас защита трехсторонняя, вот она здесь показана. Вы сами по себе в рубашке, у вас есть сила, и также хранитель у вас есть. Поэтому бояться вам не надо. Не надо. То, что вы там ощущать можете, это все психосоматика, не более того. Да? Не более. Потому что если бы все то, что она вам желает, либо делает, если бы хоть что-то, хоть 1% из этого осуществился, ну, поверьте, вас бы уже не было. И это я так, без шуток говорю. Говорю, как вижу. Вот. Денег она не жалеет, честно. Вот пусть она там голодает, там не доедает, что она там себя чего-то лишает, но вот для нее это вот как цель, навязчивая идея. Вам сделать плохо, вам сделать больно, а лучше, конечно, от вас избавиться. Смотрите, соперница, бывшая либо настоящая, либо в семье, да, вот, может быть, свекровь, да, свекровь, которая вот, как она с первого взгляда себе внушила, что вы не подходите ее сыночку, так она и дальше за это топит, сама себя уничтожает, доводит просто вот, ну, до гробовой доски. Я не буду бояться этих слов, потому что я это вижу. У нее уже что-то с сердцем не то, понимаете, не то. Сердце скукожилось, и там либо, ну, болезнь какая-то, да, которая вот тяжелая, серьезная, да, патология, либо из-за того, что она так травит себе сердце и душу вот этой злобой, да, вот, а ну-ка, 24/7 нон-стоп думать о вас и думать в негативе. Конечно, это все очень сильно влияет. И вообще мне идет, что ей уже недолго, над ней уже пиковая масть показана. Как, знаете, сама себя приговорила. Глупо, странно, ни о чем. Я таких людей не понимаю, не принимаю, и это вообще... Это даже против Создателя идет, потому что Создатель нас создает в любви для того, чтобы мы счастье познали, для того, чтобы мы развивались. А когда ты ложишь всю свою жизнь на месть, на порчу, на проклятие, на вот эти злобные высказывания, ну, это против Создателя, вот как хотите. То женщину мне показали. Так что не бойтесь своих соперниц, и вот эти ваши свекрови злобные ничего вам не сделают. Еще и попразднуете, да, на их похоронах. Ну, это, конечно, грубо звучит, но тем не менее, почему-то вот прям идет такая информация. Ну, вот что показано, то я и вам и говорю. Дальше. Вот тут показан человек, у которого есть ваша фотография, но она какая-то прям старенькая фотография, и вы там какая-то не такая, как сейчас. Может быть, фотография там, сделанная там, 5 лет назад, 10 лет назад, 20 лет назад, да, вы все разные, но вы уже по-другому совершенно выглядите. И вот человек хранит эту фотографию и постоянно смотрит на вас. Это мужчина, и этот мужчина, он какой-то такой, знаете, робкий, добрый и очень несчастный человек. Он как по указке других людей живет, либо он не может кому-то сказать «нет». Может быть, он боялся, например, там, признаться, открыться. Может, в школе вы вместе учились, может быть, в вузе вместе учились, может, вместе работали. Да? Какая-то фотография, где есть и он, и вы. И много лет этой фотографии. Вот мне так идет. То есть какой-то как поклонник, да, влюбленный в вас человек, который живет с этой любовью уже много-много лет. Он ничего, может быть, о вас не знает, может быть, и нет у него возможности ваши свежие фотографии там видеть, иметь, получать. Но он этой фотографией любуется, прям, замиранием сердца ее рассматривает. И также, мои хорошие, у кого-то может отыграться, что это ваш, допустим, либо отец, либо дедушка, может быть, еще и брат. Отыграется именно у тех, у кого отец не участвовал в жизни, да, либо вас там разлучили с братом, либо дедушка, да, был лишен возможности вас растить, вас наблюдать. Может быть, он и сам, этот мужчина, выбрал такой путь, такую судьбу, либо сам сознательно от вас отказался. Но у него точно есть ваша фотография, где вы маленькая, например, да, маленькая, может, вдвоем вы сфотографировались. И он очень бережно хранит эту фотографию. Вот он любит вас. Вот я чувствую любовь. Любовь к вам, через эту фотографию, да.
И эта любовь, она никуда не девается. Вот сколько бы времени ни прошло, эта любовь никуда не девается. Да? Бывает так, что мужчины боятся ответственности, он ребенка заводит, потом он не может содержать, либо он начинает ругаться с женой, с матерью этого ребенка. И оставляет ребенка, да, убегает, уходит, там, начинает жить какой-то другой жизнью. Вот. Фотография у него есть. Он 1000 раз пожалел, что он не был рядом с вами, либо не было такой возможности, либо сам от нее отказался. Но он вас любит, любит. И вот эта фотография – это единственное, что у него есть о вас, от вас, в память о вас. И вот любовь, она есть. Как хотите. Может, вы и не принимаете своего отца, либо не хотите там слушать о своем дедушке. Но вот фотография. Мне идет, что есть фотография, и человек вас любит, на эту фотографию смотрит. Ну, у кого-то не возлюбленный, влюбленный в вас мужчина, да, который так и не открыл своих чувств. То есть и любит до сих пор, и будет любить вас дальше. Так, и еще одна фигура. Здесь еще один мужчина. Мужчина, который по возрасту приблизительно как вы, может быть чуть-чуть помоложе, но не сильно, да, не критично моложе. Хотя могут показать и ментальность. Да? Мужчина равный вам по менталу, но душа более такая вот, детская, ребяческая, так можно сказать. Этот мужчина явно вас наблюдает где-то, вот соцсети, либо аватарка. Да, в том же WhatsApp у многих аватарки есть, да, с вашими ликами. Кто-то соцсети ведет, кто-то зарегистрировался на сайте знакомств, да, и там мужчинка вас нашел, он вас там увидел. Ну, вы все разные, каждой девочке по-своему отыграется. Но смотрите, этот мужчина вами прям любуется, вы для него звездочка, вы для него муза, он вами вдохновляется. Вот у него день начинается с того, что он просматривает ваши фотографии, если это соцсети, либо просматривает ваш профиль, ваш аватар, например, там на сайте знакомств, да, либо в WhatsApp, например. Мужчина, который к вам и пылает, смотрите, он и пылает, страстно пылает, да, хочет вас, безумно хочет. И с другой стороны, он чувствует нечто такое высокое, да, высокое для него неведомое, доселе неведанное, непонятное, что его дурманит и манит к вам. Да, возможно, вы познакомились с мужчиной на сайте знакомств, и он вам говорит, что вот все, не могу, люблю, хочу. И он говорит вам правду, так оно и есть. Либо действительно есть мужчина, там, как тайный поклонник, опять же таки, да, завелся у вас там в соцсетях, сидит и молча за вами наблюдает. А может и пишет вам, вы ведь все у меня разные. Может, вы с этим мужчиной уже встречаетесь, общаетесь, встречаетесь, и он помимо того, что вас наблюдает, так он еще и вашими фотографиями с удовольствием любуется. Может, вообще это чей-то муж, да? Вы замужем, и это ваш муж, который, например, на работе сидит и заходит в ваши социальные сети и любуется, какая вы у него шикарная звездочка, как все сильнее и сильнее вас он любит день ото дня, что нет вам равных, и вы у него такая уникальная, и как он вас страстно до сих пор желает, хоть вы в браке уже там 20 лет, понимаете? Девочки, вы разные, да, цыпка общая. Но вот это самое милое, что я вижу. Если здесь прям грустненько, грустные энергии идут от этого мужчины, то от этого мужчины идет прям жизнь, любовь, страсть, такие вот эмоции жизнеутверждающие. Вот. И если вам мужчина говорит, что он от вас в восторге, вот поверьте, он вам не врет, он вам правду говорит. И постоянно вашими фотографиями любуется. Кстати, вопреки вашему утверждению, что вы на фотографиях плохо выходите, вы выходите отлично. Просто гениально. Фотографии с вашим изображением, с вашим ликом, они какие-то живые. Вот от них какая-то особая энергетика идет. Да? Может быть, потому что вы силой обладаете. Может быть, потому что вы действительно такая вот незаурядная, уникальная. Ведь считалось же раньше, что фотография, она как бы частичку души забирает. А я думаю, что не забирает, просто через фотографию, либо в фотографии может запечатлиться частичка души. Да? Никто ничего не забирает. Просто видно душу через фотографию. Вы очень хорошо получаетесь. И хоть вы не любите свои фотографии, но поверьте, они бесподобны. И вам не нужны никакие там ни маски, ни фильтры. Вы и так красавица. Это вы должны про себя знать. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.